Эти кадры были сделаны вчера днем во время урагана. На них отчетливо видно, как шквальный ветер, который поднялся к 10 часам утра в Гагре, срывает крыши с многоэтажных домов. Стихийное бедствие к полудню настигло и столицу. Сотрудники МЧС отмечают, что за время урагана более 20 многолетних деревьев в городе упало на проезжую часть. Движение в нескольких районах города было заблокировано на несколько часов. Многие жители были лишены электричества. Во время стихии в авральном режиме работало Министерство по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники МЧС выезжали на места и помогали расчищать дороги. Большой ущерб ветер нанес 2 многоэтажным домам на старом поселке. Деревья падали на машины. К счастью, обошлось без жертв. Последствия вчерашней стихии обсудили в администрации президента. На совещании премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц отметил, что специалисты уже приступили к подсчету нанесенного ущерба. Вчера уже по вашему поручению вместе с министром по чрезвычайным ситуациям мы выезжали по всем объектам, где нанесен ущерб. Вечером же даны были поручения, чтобы предотвратить возможность затопления в случае выпадания осадков силами наших служб Абхазстроя. Вчера вечером были временными конструкциями, часть зданий перекрыта. Сегодня уже начались работы по капитальному ремонту кровли. Это прежде всего на улице Назадзе, в старом поселке. Крыши сорваны в 4-этажном здании, а также в 9-этажке. На новом районе также есть пострадавший дом. В городе Плавчал, это здание Дома культуры, Дворца культуры. Там тоже Плавчалстрой уже приступил к мероприятиям, связанным по устранению причин. Работа по ликвидации вчерашних последствий все еще ведется. Сотрудники спецслужб расчищают дороги, восстанавливают электричество. Президент Абхазии Рауль Хаджинба дал указания всем службам в течение дня полностью ликвидировать все последствия. В первую очередь хочу выразить свое доброе отношение к работникам МЧС, которые активно включились в эту работу, и энергетики. Я думаю, практически по Абхазии мало кто заметил те сложности, которые были в результате этого стихийного бедствия. Но и сегодня по дорогам, Ангур Руфетович, по городу, я просил бы в течение сегодня-завтра все, что можно убрать, нужно будет убрать, вплоть до того, чтобы выкорчевать эти корни, чтобы этих последствий вообще не было видно. И хотел бы знать, что вам доложили, начиная от Гала и кончая Гагрой. Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басари отметил, что магистральная высоковольтная линия электропередач, по которой энергия идет от Ингургэс, восстановлена, но есть много обрывов внутри населенных пунктов. Аслан Басари подчеркнул, что в течение дня электричество будет восстановлено во всех районах республики. Кроме нескольких локальных отключений, все было вчера восстановлено. Предположим, по Гагарскому району, на который пришлась основная стихия в первой части дня, осталась только определенная часть фидера в селе Агараки. Вот там эту часть мы вчера не смогли подать. На сегодняшний день уже подана электроэнергия. По всем высоковольтным сетям, кроме Гулерипчского района, там у нас в районе Багмарана очень сильные последствия, в том числе это сказывается на насосной. Но у нас в том числе существует проблема по принадлежности этих линий. То есть, если обычно эти линии они ведомственные, то сегодня они ни у кого на балансе не стоят. Тем не менее, в силу того, что кроме нас никому этим заниматься, мы этим занимаемся, восстанавливаем. Стихийное бедствие нанесло немалый ущерб жителям Ачымчыры и Тхорчала. Здесь также были сорваны крыши домов и повалены деревья. По словам президента Рауля Хаджинба, замена этих крыш соответствующие структуры должны заняться в ближайшее время. Более того, по словам президента, Министерство по чрезвычайным ситуациям должно заранее информировать население о подобных стихийных бедствиях. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Саида Гухава, Абхазское телевидение.